Телерадиокомпания «Витебск». Полоцкий районный исполнительный комитет представляют документальный тележурнал «Полоцк, где починається країна». Курган Бессмертия в Полоцке – святое место для каждого жителя города на Западной Двине. Не первый год именно здесь, у подножья символа мужества и стойкости белорусского народа, самих полочан, собираются живые свидетели военных лет, ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и, конечно же, те, кто приходит выразить им слова благодарности за чистое небо, под которым Полоцкая земля живет уже 75 лет. Вражеские войска вошли в город почти в первые дни войны. Полочане сразу же стали на защиту и оборону своей родной земли. Длилась она долгие 3 года, и только в 1944 году, 4 июля, немцев изгнали из города. А спустя 22 года в знак памяти о военном прошлом появился Курган Бессмертия. Город Полоцк, он был всегда не только городом-тружником, но и городом-воином. И он в годы войны, в начале войны, 3 недели немцы не могли пройти Полоцк. Поэтому здесь есть свои герои, люди, которые погибли, которые отдали жизнь за нашу свободу. И мы сегодня всем городом, в День Победы, святой для всех день, чтим их память. Видите, сколько людей сегодня, люди пришли от всего сердца, чтобы почтить память тех людей, кто погиб, кто принес нам свободу. И за то, что мы живем сегодня в хорошей мирной стране, под чистым свободным небом. 9 мая к Кургану Бессмертия приходят тысячи людей. Красные тюльпаны, сирень. Песни военных лет здесь звучат на каждом шагу, и для каждого они звучат по-своему. Гул самолетов и бомбежек, крики раненых и умирающих людей слышится страшно для каждого, а для участников Великой Отечественной войны тогда, более 7 десятков лет назад, это была реальность, которую они видели ежедневно, но выстояли ради себя, ради нас. Молодому поколению действительно, чтобы они не знали, что такое война, чтобы не видели эту кровь, эту смерть, которую пришлось пережить тем, которые вот здесь сидят, старики. Война – это очень тяжелое испытание для человека. Кругом свистят пули, а ты должен выполнять задачу и победить врага. В честь тех, кто не вернулся с боевых полей, на кургане Дружбы горит вечный огонь. Сюда по традиции тянется река людей с венками и цветами, чтобы поклониться павшим героям, чтобы снова вспомнить о тех, кто приближал к нам победоносный май, но сам тем маем так и не согрелся. После официальных торжеств, приуроченных к 9 мая на Кургане Бессмертия, люди не спешили расходиться. Полочане знают и помнят, чего стоила победа, а потому сразу несколько патриотических акций объединили одной большой «Беларусь помнит». В проекте участвуют не только учащиеся, но это творческий союз родителей, учителей, детей, всех, кому интересно и кто интересуется и болеет за то, чтобы история передавалась из поколения в поколение, чтобы все наши будущие потомки знали о тех событиях, которые происходили на нашей земле. Возможность под мирным небом понаблюдать за военными событиями предоставили зоны реконструкции. Здесь продемонстрировали партизанское движение, медицинскую службу в годы войны. Сегодня в Полоцке проживает более 100 ветеранов Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится все меньше, а наше внимание к ним все больше. И даже спустя 74 года после победоносного мая мы, целое поколение, с трепетом понимаем, как тяжело им было тогда, чтобы сейчас легко было нам.
Филиал «Полоцкие электрические сети» РУП «Витебскэнерго» обеспечивает электроэнергией промышленные, сельскохозяйственные и социальные объекты и несет свет, тепло и комфорт в дома жителей городов Полоцка, Новополоцка, Полоцкого, Верхнедвинского, Чашникского, Лепельского, Ушачского и Рассонского районов. На балансе и обслуживании филиала находится более 13 300 километров воздушных и кабельных линий электропередач, 60 подстанций, более 3200 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также 5 гидроэлектростанций. Сердце Полоцкого энергоузла – это оперативно-диспетчерская служба, откуда происходит управление электрическими сетями. Работа здесь не останавливается ни на минуту. Опытные и профессиональные сотрудники круглосуточно следят за бесперебойным электроснабжением потребителям. Это сердце, которое не замолкает ни на минуту. В этом году нас оценили на уровне города Полоцка и назвали еще помимо сердца мозгом полоцких электросетей. То есть здесь принимаются решения по быстрому, безопасному выделению поврежденных участков сетей и оборудования, которое находится у нас на обслуживании, чтобы в кратчайшие сроки, опять же, потребитель смог досмотреть любимый сериал, смог зарядить мобильный телефон, ну и продолжить свои повседневные работы, особенно в темное время суток. 30 июня 2017 года в эксплуатацию введена Полоцкая ГЭС. Это самое молодое подразделение полоцких электрических сетей. Станция расположена на реке Западная Двина. Установленная мощность станции составляет более 21 мегаватта. Площадь водохранилища Полоцкой ГЭС 1710 гектар, протяженность 83 километра. Вся электрическая энергия, которую вырабатывает ГЭС, поступает через повышающие трансформаторы в энергосистему нашей Витебской области и в энергосистему страны. Значит, водосливная плотина Полоцкой ГЭС состоит из 6 сегментных затворов, которые предназначены для регулировки уровня воды в водохранилище. Значит, на сегодняшний день в связи с прохождением паводка, значит, 2 сегментных затвора у нас приоткрыты. Вот сейчас вы видите, что, в общем-то, вода с верхнего бьефа поступает в нижний через приоткрытый сегментный затвор. Начиная с каждого утра, в зависимости от того, как складывается обстановка на Полоцкой ГЭС, мы вносим определенные корректировки в те планы работ, которые накануне включены в наш ежедневный объем. А это главный щит управления Полоцкой ГЭС. Еще его называют мозгом станции. На мониторы выводятся все данные, которые сообщают, что происходит на ГЭС. Мы видим, какие в работе у нас гидроагрегаты, сколько вырабатывается электрической энергии в реальном времени, что происходит с уровнями воды, это верхний бьеф, нижний бьеф, какой расход воды через станцию, какие сегментные затворы у нас, в каком состоянии находятся, открыты либо закрыты. Все автоматизировано, и это очень облегчает жизнь персоналу этой станции, позволяет работать без происшествий, без отклонений, без отключений. Филиал РУП «Витебскэнерго» Полоцкие электрические сети на протяжении многих лет является важным, неотъемлемым звеном белорусской энергетики. Постоянная модернизация, развитие предприятия позволяют обеспечить стабильную работу оборудования и выполнить свою основную задачу по обеспечению надежного и устойчивого электроснабжения региона. Лилия Демещенок, мастер смены хлебопекарного цеха филиала «Полоцкий хлебзавод» открытого акционерного общества «Витебск Хлебпром». Мы радуем наших покупателей, наших потребителей вкусным, свежим, ароматным хлебом. Я работаю мастером смены. У меня большой дружный коллектив. Есть люди старше меня, опытные уже, у которых я многому научилась. Есть и молодые специалисты, которых теперь я учу сама.
Полоцкий хлебзавод издавна славится своим хлебом, булками, баранками, пышными, вкусными, с особым ароматом, испеченными по собственным рецептам, сложившимся десятилетиями, а сегодня и с учетом современных требований. У нас много призовых наград. Это и золотые, серебряные награды за производство новых видов продукции. Мы выпускаем новые сорта хлеба, новые виды. В частности, это и хлеб стрелецкий, хлеб прибалтийский. У нас очень широкий профиль. То есть любой потребитель может найти что-то для себя. Это и какие-то диетические виды хлеба, есть продукция для диабетиков. Для сладкоежек это, конечно же, в основном кондитерская продукция. Ну, для здорового питания это наши хлебцы, конечно же, куда без них. Прежде чем стать мастером, Лилия освоила все рабочие профессии, все умеет сама. Понимает не только технологию производства, но и чувствует каждого человека на его рабочем месте. Моя роль как мастера, как технолога – проконтролировать, прийти, согласовать какие-то нюансы, согласовать заявку, своевременный выпуск продукции, чтобы, конечно же, с утра или в любое время, в принципе, дня и ночи вы могли прийти в наши магазины и купить свежую, вкусную продукцию. Без уважения к труду тех, кто рядом с тобой, без любви к своей профессии невозможно создать ничего стоящего, а испечь хлеб тем более. Свою работу очень люблю, потому что у нас мы славимся именно натуральностью. У нас самый натуральный хлеб, самый вкусный. И к нему, конечно же, уже подходишь как к своему ребенку. Это мы его, можно сказать, взращиваем, мы заботимся о нем, начиная со стадии, можно сказать, закваски, и уже на выходе получаем вот это прекрасное чудо. Полоцк встречает гостей караваями своего хлебзавода. Этот хлеб каждый день на столе каждого полочанина. Он символ добра, уюта, символ Родины для каждого, кто его попробовал. Запах хлеба – это запах не просто работы, это почти запах второго дома. Своему городу я хочу пожелать не только процветания, не только улучшения во всем, но и сохранить свою самобытность, не уходить далеко от традиций. Все-таки мы исторический город. В нашем городе оживает история. Полоцк, где починається країна. Документальный тележурнал. Телерадиокомпания «Витебск» по заказу Полоцкого районного исполнительного комитета.